Давид, добрый день. Здравствуйте. В самом начале нашей беседы я посчитал целесообразным обозначить основные этапы твоей биографии, начиная со школы, университета, аспирантуры, до работы в Абхазском институте гуманитарных исследований в качестве научного сотрудника отдела истории. Э, Я учился в Гагринской средней школе номер 2 имени Виталия Попкова. Это в городе Гагра. Это знаменитый памятник культурного наследия архитектурного времен создания курорта. Это знаменитое реальное училище 1906 года. Я закончил школу в 1991 году и уже в этом же году пытался поступать на географический факультет. Ну, не получилось у меня. И в это же время в университете, если вы помните, это был новый корпус по улице Званба в Сухумах, открылась так называемая СП «Логос», так называемый подготовительный курс. Ну, я долго не думая решил попробовать себя в качестве историка. Ну, я сразу скажу, что уже в школьные годы меня всегда привлекала триада наук. Это география, история и биология. Так что в этом отношении я поступаю на подготовительные курсы на исторический факультет, и там судьба меня сводит с известным абхазским ученым, специалистом по армянской географии 7 века Ашхарацуис, Будба Виталий Феронович. Я как сейчас прекрасно помню тот день. У нас как раз таки была лекция, мы все познакомились, и вот в один из дней, пока шли занятия, он меня поднял, говорит: Давид, рассказывайте вашу лекцию, которую вы готовили. И у меня была лекция, которую я подготовил, так и называлась «Образование Уральского царства». Тогда он ко мне подошел, я этого не ожидал, честно говоря, и сказал: Давид, по-моему, из тебя получится историк. Ну, я тогда как бы молодой, не придал этому значения. И мы как бы завязались дружбой, общением. Я часто поднимался к нему домой. Ну, не так часто, конечно. Чуть выше был Институт совершенствования учителей. Он там когда-то одно время жил. Я любил часто рисовать карты географические. Он однажды на лекции подходит ко мне. Сам Будва Виталий Феронович закончил Институт востоковедения в Ереване. Он специалист был по древнеармянскому языку. Мы знаем его знаменитую книгу, да, «Абхазия по армянским письменным источникам». Да. И он подошел ко мне и как-то неожиданно сказал: Давид, говорит, ты знаешь, я, наверное, думаю, мы не успеем увидеться с Еремяном, а Еремян — это известный советский армянский ученый, один из основоположников советской исторической картографии. Он говорит, с его учениками все-таки, я думаю, у нас получится познакомиться. Но я как бы тоже опять-таки не придал этому. Помните работу Еремяна, Армения, сопредельные страны, Абхазское царство? Помните? Я помню его книгу о скифах. Да, здесь тоже, да. Проходило время, и уже практически в канун начала войны, это 92-й год, я уже практически все экзамены сдал. Уже готов к поступлению, и тут начинается война. А так вот сложилась судьба, что у меня был друг, я всегда это вспоминаю, был такой Амиран Таркил, бедный. Он жил в Дурипшах, он, бедный, погиб, но погиб не на войне, а что-то произошло там в родном селе, это не буду сейчас говорить. А мы как раз таки сдали экзамены и сидим и говорим, молодые студенты, мол, куда идти, что делать? Что, говорит, давай останемся в Сухумах. Это число 11 августа где-то, понимаете? Я говорю, нет, Амиран, тебе тоже, говорю, надо в Дурипш ехать. Я говорю, мне надо в Гагру поехать, к Дауту, дедушку увижу, дядю вижу, к маме заеду, говорю, в Гагры. Говорю, потом вернемся. И как-то уехали, так судьба сложилась, что мы не оказались, возможно, в этом котле. Не знаю, как судьба бы распорядилась, честно говоря. Такая интересная ситуация. Видите, как иногда важно, что нейроны там где-то в голове так могли связать, что... Скорее всего, влияние ангелов-хранителей. Не могу сказать, наверное. После, мы все знаем, войну, это трагедия, это судьбы людей сломанные, это жертвы, это и гибель самих людей. Конечно, это очень такая трагическая страница, которая настолько она глубоко в нам вошла, что, понимаете, Давид Канович, что мы даже течение времени определяем именно тем, что было до войны,
и что есть после войны, понимаете? Так вот оно у нас сложилось. Уже после окончания войны я узнаю, что в городе Гагра открывается Гагрский гуманитарный техникум. Организатором его был небезызвестный Борис Григорьевич Кихирипа. Это было в 95-м. В 95-м, да, 95-й год, да. И я помню, он тогда еще работал заведующим отделом образования, я к нему пришел и говорю, что вот я хочу поступить к вам в техникум. Ну, тогда там не было исторического факультета, там был более близкий ко мне, юридический как бы, да. Я пошел на юридический факультет. Вот скажу вам одну вещь, вы знаете, там было очень интересно учиться. Настолько было все организовано, настолько было интересно, работали великолепные преподаватели. Вот я поступил, и параллельно с этим уже в 1998 году я поступаю на исторический факультет. А ситуация была такой. Я познакомился с известными учеными, которые практически, можно сказать, открыли мне дорогу в науку. Это был Станислав Засимович Лакоба и Олег Хутович Бгажев. А в этот момент проходила конференция студенческая, как бы, в ВАГУ. Вот. И мне Олег Хутович со Станиславом Лакобовым говорит, со Станиславом Засимовичем: Давид, говорит, вот сейчас там будет студенческая конференция, говорит, вот ты же занимаешься, говорит, это твоя любимая тема, происхождение народов, этногенез абхазов, а давай выступи. Я говорю, ну я, наверное, не смогу туда попасть, потому что я же как бы не студент. Да ну, говорит, что с тобой, там всех принимают, это же как бы открыто. Я, говорит, сейчас помню, у меня был доклад, назывался «Вопрос о двойственности ареала абхазо-адыгов». Ну, что-то такое, вот, да, такая доклад. И так было интересно, как сейчас помню, сидела Сима Андреевна Дбар, сидел Валерий Левардович Бегуа. Я, как сейчас помню, он мне задал вопрос, им понравился мой доклад, вопрос о соотношении понятия автохтонности и миграционизма. Вообще, вот как понятие. Им мой ответ понравился, вроде бы, как бы, и он так еще, вот смотрите, ребята, вот видите, как сказал молодой человек, вот касательно этой проблемы. Отлично. Да. И, в общем, таким образом получилось так, что они мне как бы дали, так сказать, благословили мне на возможность обучаться в университете. Университет, конечно, для меня отдельная страница, я всегда с любовью вспоминаю своих великолепных преподавателей. Вы знаете, это преподаватели от Бога. Ирина Шатаевна Агарова, византинистика. Какая красота. Я так заслушивался ее лекциями. Гудиса Вардани родила, да. Нам читал лекции по истории России 19-20 века. Аршба Наталья Владимировна, история Древнего Востока. Я иногда поражался, думаю, откуда у людей столько информации. А Воронов у тебя был? Да, Воронова уже я не застал, к сожалению. Ты не застал. Я единственный раз увидел Воронова как раз-таки во время войны, когда он был в Гудаутах. Ага. Он как-то, мы ехали со своим дядей, шла трампа. А на Лыхнинской конференции ты не был? Я там не был. И, кстати, там последний раз я видел Виталия Будба. Как раз таки мы встретились с ним в Гудаутах. Он говорит, что почему тут болтаешься, говорит, по Гудауте. Я говорю, а что, говорю, война идет, куда мне деваться? Я, говорю, тебе, говорит, Москву хотя бы отправлю, чтобы ты, говорит, у тебя толк какой-то был. А потом 16 марта я узнаю, что он в числе пропавших без вести. Конечно, трагическая страница. Одним словом, через некоторое время, это уже 99-й год, Олег Хутович предлагает мне в качестве лаборанта устроиться в Абхазский институт, в отдел истории. Вот я с охотой, в принципе, эту идею принял. Почему? Потому что Это сразу после университета? Нет, параллельно. Вот я в 98-м году поступаю, вот, потом через год меня берут лаборантом в отдел истории. Вот, я там уже начинаю работать, и там, наверное, мы с вами и встретились, вот, наверное, познакомились. Я там работал. Подружились. Да, получается так. И вот практически до сих пор я там нахожусь, в этом институте. Ну, я-то ушел в 2010 году. В 2010 году. Да, начал заниматься. Я тоже одно время ушел, но я даже об этом не знал. Потом обратно вернулся, узнал. Я даже не знал, что я ушел и пришел. Ну, это уже отдельная история. Вот. Ну, такое тоже бывает. Вот. Здравствуйте. Я извиняюсь. А где доктор исторических наук? А, вот. Поздравляю. Действительно. Здравствуйте. Сейчас у нас интервью, съемка идет. Молчу, я Не, нормально. Ну, да, я понял. Потом. Докторская диссертация, Да. это в будущем. Утома время. Ицат выйдется.
Вырезать не можно? Не надо. Пусть будет. Пусть как будет. да, Да. да. Мы открытые люди. Да, А вот, и Ну вот. к чему говорю, значит, ну, конечно, для меня, как молодого человека, попасть в большую науку казалось интересно, да. Вообще, меня всегда привлекало, вот, коль скоро я всегда любил историю, географию, биологию, мне вообще привлекала история человека. Именно не как в классическом понимании истории, а как взаимоотношения человека и природы, человека и ландшафта. Для меня это было всегда интересно, конечно. В один из прекрасных дней я, как-то помню, еще на первом этаже нашего института, заходит в здание человек, уже такой солидного возраста, представился. Оказывается, он несколько раз приходил, никак не мог меня найти. Ну, я же из Гагры постоянно ездил. Он представил, говорит, меня зовут, говорит, Вадим Викторович Бжаня. Я знаю, что вы сами, говорит, из Гагры. Вот, а у нас есть возможность для вас небольшой вакансии возглавить заповедник историко-архитектурный Абаата. И так я попал не только в Абхазский институт и параллельно вот в управление охраны наследия. Вообще, знаете, вот это время, наверное, для меня золотые годы. Эти экспедиции, эти исследования. Больше скажу. Ну, я, наверное, наперед скажу. Вот сейчас у меня работает школа экскурсоводов, читая свой курс лекций. Практически это все, что было накоплено в то время. Эти вот памятниковедение, охрана памятников, изучение истории города, вообще памятников. Примерно так. Уже по окончанию университета я завязала очень часто беседу с таким великолепным человеком, как Квициня Петр Камшишевич. И он как-то сказал, я вообще интересовался антропологией тоже. Почему? С чем это было связано? Дело в том, что в этногенезе абхазов, в исследовании происхождения абхазского народа, вот, эта проблема изучалась в контексте истории, филологии, лингвистики, литературы, фольклора, археологии. А вот антропологии абхазов уделялось всегда мало внимания. Почему мало? На самом деле абхазы с точки зрения антропологии являются одним из самых лучших изученных народов. Даже так. Да, конечно. А вот с точки зрения эволюционной части, да, вот палеоантропологии, она, к сожалению, была изучена слабо, потому что здесь особенность среды не позволяла сохранять большое количество костных останков. И мне что-то возникла идея заняться палеоантропологией. И вот Петр Камшишевич... Достаточно да, сложной наукой. Петр Камшишевич был тем человеком, который открыл мне дорогу в Москву. Как раз таки в это время приезжает экспедиция. Это та самая экспедиция по долгожительским популяциям, которая когда-то проводилась еще в 80-е годы. Помним книги «Феномен абхазского долгожительства», да. Мощные советско-американские экспедиции совместные. И Институт этнологии решил возобновить эти исследования спустя много лет после событий, связанных с войной. И так я познакомился через Петра Камшишевича Квициня с Дубовой Надеждой Анатольевной. Она мне помогла с соискательством. Вот, я оказался в стенах Института этнологии и антропологии имени Микулы Хамаклаева. Жил долгое время, ну, мы же были молодые, и где-то оставаться... Ты очную аспирантуру закончил? Я был как заочник, как соискатель. Соискатель, понял. Вот, но с чем я столкнулся там? Ко мне часто подходили антропологи, такие, скажем, уже маститые ученые, люди с большим... Они говорят, Давид, нам, говорит, вас немножко жалко. Я говорю, почему вы так жалко? Потому что, говорит, если бы была палеоантропология, поверьте, мы бы давно до вас ее изучили бы. Я говорю, не может быть такого, говорю, антропология есть. Ну, говорит, посмотрим. Ну, и вот в итоге я там нашел скелетик, изучил всего лишь. То есть это сложно, конечно. Вот. И, ну, чем была полезна для меня Москва? Я там увидел все то, что когда-то видел в книгах. Вот я оказался в лаборатории пластической реконструкции лица по черепу имени Герасимова. Я там практически оставался и жил. Повезло. Я вот смотрел на эти скульптуры и мысленно вспоминал свои школьные годы, когда я с изумлением открывал эти учебники и видел там реконструкции первобытных людей, реконструкции исторических личностей, да, и не мог себе представить, что я нахожусь вот там, где творилась вот эта вся большая наука. А это действительно многого стоит, да. Ну, я считаю, что антропологию я освоил хорошо, во всяком случае теоретически. Литературы у меня много, я много читаю, до сих пор читаю литературу. Вот. И скажу больше, антропология – это очень интересная область исследований, конечно. Вот. В общем, вот такая вот история, да. Отлично. Следующий у меня вопрос такой.
Ты немного рассказал о сфере твоих научных интересов, но я хотел бы спросить о том, каковы планы и перспективы твоей научной деятельности, есть ли в ближайшей перспективе планы по защите диссертации? Вы знаете, вот на самом деле, как это правильно сказать? Вот я, как вам сказать правильно, я не люблю писать вообще, вот как бы это парадоксально ни звучало. Ты хочешь заниматься экспедициями, мне ты нравится- хочешь мне открывать, нравится писать. исследовать. Мне нравится что-то писать, ну, насколько качественны мои работы, это, конечно, вопрос к ученому сообществу, это Ну, понятно. в Апснетеке я Ну, обнаружил кое-что 47 твоих публикаций. 47. Это нормально, Ну, это может, очень хорошо. может, как в философии количество переходит в качество, возможно. Но опять-таки, насколько это нормальные работы, пусть будут судить. Хорошо. люди научного Скажи мне, сообщества. пожалуйста, сколько у тебя научных работ, научных статей? Примерно. Честно, Не помню. считал. Честно, Но не в считал. каких престижных изданиях они были изданы? Ну, для меня, конечно, престижным является мой родной Абхазский институт. Правильно. Абхазоведения, конечно же, да. Вот. У меня есть статья в ИИНКе, Институт истории материальной культуры. Чуть погромче. Да, в Институте истории материальной культуры. Есть ряд работ, выходящие в качестве... Кстати, у меня вышла сейчас работа в Адыгейском университете, как ни странно, посвященная доместикации курей домашних. Вот. У меня еще ряд работ должны выйти, вот, тоже по этногенезу. Так, у тебя работы уже изданы и неоднократно в Сухуме, в Москве, Москва, в Майкопе, Петербурге, Петербурге, еще где? не помню, честно. Ну, наверное, это не столь важно в данном случае. Я хочу сказать другое. Для меня важно что? Вот я иногда наблюдаю, вот, наука как почерк человека. Один человек может писать много монографий. Вот, смотришь на его продуктивность, да, вот он может в год написать 2 монографии. Скажем, быстренько написать кандидатскую и стать потом доктором. Понимаете? А я так не могу. Я, может, когда-то смогу это сделать. Почему? Потому что для меня... Мне кажется, что ты, как и я, распыляешься очень Наверное, сильно, это берешься тоже. за разные А проекты. еще момент еще очень важный такой. Вы знаете как? Ведь когда ты пишешь кандидатскую, не говорю, конечно, докторскую, это для меня что-то астрономическое. Ведь нам надо всегда идти по пути наибольшего сопротивления. Конечно, сейчас могу написать, скажем, ну как могу постараться написать кандидатскую, в котором будет широко представлено много материала и источников. А попробуйте написать кандидатскую, связанную с такими периодами, где ты не обладаешь никаким источником, где все остается лишь на гипотетических экстраполяциях. Это очень сложно. Вот. Да, есть у меня кандидатская практически, но я ее пока боюсь выносить наружу, потому что чувствую, что я пока не готов. Но она есть. И тема понятна. Это тема, связанная с происхождением. Какая тема? Она у меня обозначена как у истоков этногенеза абхазов. Вот. Но опять-таки хронологические рамки там такие, которые не понравятся научному сообществу. Потому что факты, которые мы должны предоставлять, они должны быть строго проверяемыми. А гипотетические построения не всегда приветствуются в науке. Может, оно и было так, понимаете, но это мое субъективное мнение. А может, оно так и не было, понимаете. Это очень сложно. Несколько слов о твоей школе экскурсоводов, чуть поглубже. Сколько человек прошло через эту школу? Каково значение этой деятельности? И что из себя представляет твой новый проект под названием «Абхазский лекторий»? Вообще, сама идея создания... Я вообще люблю что-то создавать. Для меня это по принципу мозгового штурма. Отлично. Да, это очень важный момент. А я объясню почему. Человек живет в той системе, которую сам создает. Еще в 2015 году, когда я задумывал проект, ну, я пока его обдумывал, значит, пока это складывалось на бумаге, со схемами там. И я сделал так, что выбор пал символически именно на тот самый техникум, в котором сейчас и работает мой проект. Я подошел к Лаше Борисовичу Кихирипа,
подробно рассказал идеи, ему идея очень понравилась. Я отраден на то, что это символично. Почему? Потому что именно это был тот техникум, в который я попал спустя некоторое время после окончания Отечественной войны. Проект заработал хорошо, он заинтересовал людей. Вот. Я разработал специальные дисциплины. Ну как, может, особо в этом ничего нет, но вот. Но самое главное... Начал в 16-м году. В марте 16-го года, да. Проект заработал хорошо. Он стал работать. Ими стали интересоваться. Вот. Насколько? Ими стали интересоваться, ну, как вам сказать, ну, вот у нас несколько школ. Моя школа... Несколько школ экскурсоводов? Да, у нас есть и в Сухумах 2 школы, одна в университете, одна в училище, вот, Сухумское государственное училище. Мы, в принципе, на равных. Ну, во всяком случае, так говорят. Замечательно. Вот. И дисциплины, которые мы там делали, мы их адаптировали специально под именно вот работу экскурсоводов. Вот. Предмет историческое памятниковедение Абхазии, география районоведения Абхазии, этнология абхазов, экскурсоведение. У нас проходят семинары, круглые столы, лектории. Даже был проведен научный семинар, научно-исследовательский даже, понимаете? Обладаешь ли ты хорошими профессиональными кадрами? Да, да. Кто Ну, они? у нас команда из 3 человек. Я и 2, значит, преподавателя. Это Губаз Индира Аликовна. Великолепно читает курс лекций по экскурсоведению. Почему говорю? Однажды ко мне подошли люди, мои как бы вот слушатели, которые после нескольких таких лекций подошли и сказали: вы знаете, экскурсоведение, ну это такая как бы методическая, как бы, да, вот такая дисциплина. Вы знаете, мы впервые слышим, мы впервые на себя ощутили, как интересно посещать предмет экскурсоведения. Ну, скажем, когда ты говоришь об истории Абхазии, там же более увлекательно, там же факты, там история, а тут больше методики, как бы таких моментов, технических, скажем, вот. А потом подошли за предмет этнологию. Вы знаете, говорит, как у вас хорошо, интересно читает этот предмет ваш преподаватель Отар Басида Тенгизовна. Ну, мне, конечно, это гордо для меня, да, мне приятно, что мои преподаватели. Да. Я даже могу сказать, что они даже читают эти лекции лучше меня. Они настолько поставлены, настолько у них ораторское искусство, настолько они знают вот эту вот технологию преподавательской деятельности, да, что их лекции заслушивают. Да. Я часто прошу людей, которые вот не учатся у нас в школе, я говорю, приходите, просто посетите однажды лекцию. И вы увидите, как там будет интересно. Да. Ну, и в какой-то мере немалая, наверное, работа вот этой школы сподвигла нас уже на более далекие перспективы. И этот проект мы назвали «Абхазский лекторий». Было официальное, ну, такое скромненькое официальное открытие. Я был на презентации. Вы присутствовали, за что вам огромное, конечно, спасибо. Вот. Абхазский лекторий, он действует по принципу школы свободного образования. То есть, ну, можете посетить даже вы, например, хотя вы сам человек науки. Вот. То есть там будет внедисциплинарный подход. Там есть и иностранные граждане, да, насколько я знаю. Любые, кто пожелал, может прийти. Которые очень сильно интересуются. Да. Вообще, мое мнение какое? Я считаю, что если вообще опыт истории показывает, главным критерием для того, чтобы государство развивалось, это должно быть ее, в хорошем смысле, открытость. Конечно. Во внешнюю среду. Согласен полностью. Если люди интересуются историей и прошлым нашей страны, мы можем добиться любви к этой стране, уважения к этой стране, лишь благодаря тому, что мы будем открыты. Давать возможность людям... Но кое-кто этого не понимает. Это другая история, это мы сейчас об этом не будем. А факт в другом. У меня был такой интересный случай. У меня есть один знакомый, сосед. Ну, он недавно здесь поселился. И как-то подвозил меня на машине. Я посмотрел, у него там вот, где подлокотник на машине, смотрю, лежит книга вот «Последний из ушедших». Я говорю, ты еще когда стал, говорю, читать абхазскую литературу? Ну, я такая говорю. А он так, Давид, говорит, не смейся, так, знаешь, еще так серьезно. Ты знаешь, как я проникся с уважением к абхазам? Я говорю, как, почему? Когда прочел вот эту книгу. Да, понимаете? Это просто бытовой случай. Понимаете? А ведь таких людей может быть много. Так мы можем завоевать вот эту возможность показать себя на этой арене. Через наши знания. Так делали древние греки.
когда к ним приходили, они давали труды Аристотеля, они давали Платона, они давали Демокрита, они давали Сократа. И люди потом восхищались. Римская империя была поглощена культурно греками. Да. Понимаете как? Вот этот момент надо учитывать. Поэтому мой принцип всегда, и поэтому школа, вот это абхазский лекторий, который у нас есть, он как раз таки призван на то, чтобы люди, которые интересуются историей, могли прийти к нам, послушать наши интересные лекции. Это свободное посещение, может любой желающий. Вот. Потому что мы не можем закрыть вот этот занавес, потому что он должен быть открытым. Мы должны быть открыты миру. Чем больше людей будет интересоваться нашим прошлым, тем больше шансов, что многие, которые пока несколько сдержанно к нам относятся, могут диаметрально противоположно повернуть взгляд. Вот этот элементарный пример с книгой «Последний ушедших из ушедших» он этому пример. Как будет строиться работа этого абхазского лектория? Абхазский лекторий, он у нас будет проходить примерно, значит, мы так решили, 2 лекции в неделю. Ну, мы выбираем дни, там, либо суббота и вторник, либо в один день. Вот. Значит, будет отбираться специально актуальная тема, либо даже не актуальная, сколько оригинальная, сколько редкая, сколько тема, которая вроде бы и узкая по своей проблематике, но с возможностью подробно ее как бы осветить. Ну скажем, вот, мы как бы опробируемся еще пока. Вот завтра у нас будет уже лекция, называется «Что известно о науке о происхождении абхазов». Ну, это же интересно. Конечно. А следующая лекция будет «Абхазский очаг». Ну, казалось бы, что такое абхазский очаг? Ну, абхазский очаг. А вокруг этого абхазского очага сколько вращается? Сколько И традиций, истории, обычаев, традиции, да, истории. Культуры. Вы только представьте себе, да? Этнографии. Это бесконечная тема. Конечно. И вы знаете, что интересно? Люди сразу записались, мы хотим, говорит, попасть на вашу лекцию, что известно о науке о происхождении абхазов, и на абхазский очаг обязательно, говорит, нас запишите. А завтра пойдут еще другие лекции. Мы будем делать анонсы, и они будут еще интереснее. Если наши зрители моего авторского канала в Ютубе заинтересуются данным проектом, кому и куда обращаться? Очень просто. Нас можно найти в интернете. Вот у нас действует отдельно специальный сайтик скромненький, называется Понто Кавказика. Центр так называется. Понто Кавказика. Да. А вот. Есть у нас телеграм-канал «Новые горизонты» называется. Вот. Страница в Фейсбуке. Есть у нас личная страница, ну, она как бы личная моя страница в Фейсбуке, Давид Канделаки, в Инстаграме, ВКонтакте, даже в Одноклассниках. Понятно. Ну, правда, я не совсем дружу с техникой, и поэтому вот эти вот такие базовые как бы сайты, как социальные сети, которые как бы более мне... Есть, конечно, разные тиктоки, дзены, Яндексы, я в этом не очень немножко в этом плаваю, не разбираюсь. Ну, думаю, этой площадки уже достаточно, люди все равно тебе Конечно. увидят. Обязательно, конечно, обязательно. Ну, я желаю данному проекту удачи. Надеемся. Вот на этом первую часть нашей передачи, мы временно поставим точку и перейдем на вторую часть. Ага. Перерыв.